Құрметті ағайындар, бауырлар, я продолжаю свой цикл биографии. Во-первых, я хотел бы, конечно, в очередной раз от всей души поблагодарить вас за те теплые пожелания и комментарии, которые звучат в мой адрес. Вот. В этом видео я попытаюсь рассказать о тех событиях детства, которые оказали наибольшее влияние на становление моего характера и на формирование меня как личности. Вот именно об этих событиях я хочу вам поведать. Я, как говорил, уже родился в Алмате 28 июня 1963 года. На тот момент мои родители были молодыми специалистами, приезжими. Вот поэтому своего жилья не имели. И я рос на съемной квартире. Даже это не квартира была, это, как мне потом сказали мои старшие братья, это была времянка с земляным полом. И, соответственно, как итог, зимой я заболел воспалением легких и, судя по всему, достаточно серьезно. Вот. После того, как меня вылечили в больнице, я был отправлен к Аташке Нургали в Семипалатинск и провел там время уже до 3 лет. В Алмату я вернулся, когда родители получили квартиру. Ну, рос я в обычном алматинском дворе. Я думаю, слушатели моего поколения помнят те времена, когда дети находились не под присмотром нянечек, а зачастую находились без присмотра или под присмотром старших братьев. Также во дворе постоянно на лавочках у нас сидели пенсионеры, которые были авторитетами всего двора и которые внимательно следили за детьми и делали им замечания, и мы к ним очень сильно прислушивались. Вот. То есть основная жизнь моя протекала дом, большая часть во дворе, вот, школа, семья. То есть так жили, наверное, тысячи моих современников, те наши давние советские времена. То есть зачастую двери не закрывались, все друг друга знали, не только в рамках одного двора, а в рамках квартала. Вот, и поэтому как бы за детей особо не беспокоились, родители уходили рано утром на работу, вечером возвращались, все остальное время мы были предоставлены сами себе. Из тех моментов, которые, наверное, я считаю важными для себя в детстве, я начну рассказывать, они, может быть, не совсем по хронологии, но приблизительно все были в одно и то же время. В один выходной день, почему выходной? Потому что папа был дома, я пошел на кухню к холодильнику. Очень хотелось, я помню, пить, я не нашел ничего в холодильнике холодного, взял помидор, надкусил его, и он оказался уже испорченный. Вот, я со злости выбросил этот помидор в окно, и спустя буквально, наверное, 10 минут в нашу дверь позвонили. Позвонил один аксакал и сказал, что вот вроде с вашего окна выбросили помидор, и упал он хорошо, ни на кого не попал, упал на асфальт прямо под ноги мне. Вот, папа посмотрел на меня и сказал: это ты выбросил? Не зная почему, я почему-то сказал: нет, это выбросил не я. Не знаю, с чем это было связано. Может, мне не хотелось увидеть такие вот осуждающие глаза папы. Дело в том, что меня никогда не били в детстве. И вообще за всю свою жизнь меня родители никогда не били. И не было там страха к физическому наказанию. Но было какое-то такое нежелание получать, скажем так, моральное порицание. Вот. И когда я ответил, что я не выбрасывал помидор, вот, папа повернулся к Аташке и сказал: знаете, это, наверное, не с нашего окна, потому что у меня сын не врет никогда. Аксакал этот извинился, вот, сказал: наверное, это с окна выше, и ушел. Первое, конечно, такое мое ощущение было, это чувство такого облегчения, что да, вроде как все сошло с рук. Вот, но прошло буквально час-два, и я вот ходил и ощущал себя очень неприятно. То, что, во-первых, я соврал, а во-вторых, наверное, тогда я понял ту фразу, которую я уже потом встречал позже у Шукшина, что если вы
обманули кого-то, это не значит, что вы умнее этого человека. Это значит только одно, что вам доверяли больше, чем вы того заслуживаете. Наверное, вот это осознание того, что мне доверяют больше, чем я того заслуживаю, привело к тому, что через буквально там, не знаю, 4 часа вот таких внутренних терзаний, мучений я подошел к папе и сказал: пап, знаешь, я обманул. Это я выбросил помидор. На что он, в общем-то, достаточно спокойно среагировал, сказал: ну, если так, то пойдем найдем этого аксакала и извинимся, поскольку за свои поступки мужчина должен отвечать. Вот, мы пошли, нашли его в соседнем подъезде, благо там более-менее было понятно, кто где живет. Вот, мы пошли, нашли аксакала, позвонили к нему в дверь, я помню, мне очень тяжело было сдержаться, чтобы не пустить слезы. Но это слезы были не, знаете, не страха, ничего, а слезы стыда. Вот, я ему сказал: знаете, я вас обманул, вот, я обманул папу, я обманул вас, и я на самом деле бросил этот помидор. Вот, не знаю, зачем я это сделал. На что аксакал тоже улыбнулся, сказал: ничего страшного, самое важное, что ты признался, и это прощает все. Впредь, в будущем просто веди себя достойно и никогда не скрывай свои просчеты, ошибки. Если ты в чем-то ошибся, имей силы признать это. Вот это, наверное, был один из таких очень важных уроков, который запечатлелся в моей памяти. Второе событие. Вы помните, ну, люди моего поколения помнят, что в свое время в каждом дворе жили какие-то дворовые собаки, дворовые кошки, которых подкармливали всем двором, которые являлись общими любимицами двора. Вот. И наш двор также не был исключением, в нем тоже жили дворовые собаки. Вот. Одну из них мы вызволили со стройки, она сидела на привязи в конуре, причем привязана была не на цепь, там, не на ошейник, а просто на тонкую стальную проволоку. Вот. Мы провели целую такую разведывательную операцию, выяснили, где эта собака, в общем, и с этой стройки ее утащили. Утащили, притащили к себе во двор. Вот. Долго, где-то в течение месяца, она пыталась привыкнуть опять к людям, привыкнуть доверять людям. Вот, и когда вот месяц уже прошел, то есть она уже откликалась на свою кличку, выходила к нам, игралась с детьми. И вот один раз, выходя во двор, я услышал, как она скулит. Я побежал за угол и увидел картину, в которой 3 взрослых, ну, для меня на тот момент, я учился в 1 классе, то есть мне было 7 лет, а это были 5-классники. Вот, то есть дети, которым уже было по 12 лет. То есть разница в возрасте на тот момент, конечно, колоссальная. Вот, они одели проволоку на шею этой собаки и тащили ее с нашего двора. И рядом с ними находился один из моих соклассников. Первое, конечно, мое такое ощущение было чувство какой-то безнадежности. Я понял, что я не могу спасти эту собаку, потому что мне не совладать с этими 3 5-классниками. Вот, я, в принципе, и для своего возраста был не очень крупный. А они были гораздо выше меня, ну, раза в 2, наверное, тяжелее. В те времена же, в принципе, было традиционно, когда дерешься, бороться, особенно в начальных классах. Вот, мы редко били кулаком. Вот. И я остановился, и, честно скажу, было чувство страха, потому что, ну да, они как бы 3 взрослых пацана, то есть я мог от них серьезно пострадать. И тут я столкнулся с глазами нашего дворового пса. Вот, и я увидел в этих глазах вот полную безнадежность. Он смотрел на меня как вот на последнюю надежду. Вот, и мне было очень тяжело, конечно, развернуться. Я понял, что, ну, наверное, я лучше умру, чем я брошу в беде эту собаку. Вот, и тогда я, превозмогая страх, более того, да, я скажу, даже страха, наверное, уже не было. Вот, я понял, что мне надо обязательно отбить эту собаку. Вот, и я начал просто лихорадочно размышлять, как это сделать. То есть я понял, что бороться с ними мне бессмысленно, поэтому я должен был бить кулаками, я сжал кулаки,
И подбежал к одному самому здоровому из них, который вот тащил эту собаку за проволоку, и со всей силы целился, ударил ему в нос. Попал я очень удачно, нос ему разбил, у него пошла огромным фонтаном кровь из носа, он заплакал. Вот. И, не давая передышки, я со всей силы пнул в пах второму, стоящему рядом, пятикласснику. Ну, в пах я не попал, но попал, по-моему, хорошо в колено. Он тоже закричал, сказал, я бешеный, начал отскакивать в сторону. Вот. И третий пятиклассник уже был готов к тому, что я нападаю, и шел уже разобраться со мной за своих товарищей. И в этот момент подбежали мои друзья, такие же, как я, первоклассники, но нас было много, нас было 6 человек. Вот. И мы все вместе накинулись на оставшегося пятиклассника, свалили его с ног, вот, начали его бить. Вот, потом они начали просить пощады, сказали, все, мы больше не будем, отпустить. И, в общем, мы высвободили свою собаку. Это был, наверное, еще один урок из детства, когда ты понимаешь, что страх – это, конечно, сильное чувство, но все зависит от мотивов, которые стоят за твоими действиями. Зачастую, неважно, насколько ты слаб или силен, важно, за что ты бьешься. Если тебе есть за что биться, ты можешь победить любого противника, даже того, кто сильнее тебя, особенно если у этого противника такой мотивации нет. Если ты имеешь очень весомый мотив, то основное чувство, которое заложено в любой живой организм, чувство самосохранения, вот, его можно преодолеть. Потому что в противном случае ты все-таки не животное. Человек – существо больше социальное, чем биологическое. Ты, наверное, просто не сможешь жить с осознанием того, что ты отступил. Такой внутренний стержень, внутренний дух заставляет зачастую человека биться до конца и добиваться успеха там, где обычное, скажем, биологическое животное отступило бы. Следующая история, она, наверное, более такая, скажем, поучительная с точки зрения воспитания детей. Это также было в 1 классе, практически все эти события происходили в 1 классе. Мы с моим товарищем нашли окурок за гаражами, вот, и мой товарищ меня подбил, говорит, давай попробуем, покурим. Вот, и мы начали с ним курить этот окурок, но за этим занятием нас поймали старшеклассники, притащили домой, вот, и сдали родителям, сказав, что вот мы поймали их, они курили окурок за гаражами. Я не знаю, какие санкции ждали моего друга и какие санкции последовали. Вот, у меня, значит, произошла следующая история. Мама меня завела домой, посадила за стол напротив папы на кухне и сказала, ну, ты уже, сын, вырос, оказывается. Вот, зачем ты куришь окурки за гаражами? Вот у тебя папа курит, садись напротив папы и вот возьми у него сигарету. Он тебе прикурить даст, и кури вместе с папой, не надо скрывать. Кури, если ты хочешь курить. И вот тогда мне стало очень-очень стыдно, я помню. Я сказал, что все, я курить больше не буду. И на самом деле я не курил. Первый раз, я помню, потом я закурил, будучи абитуриентом, но тогда было такое время, когда всем хотелось произвести впечатление, мы друг друга все узнали после школы, вот, знакомились в колхозе на Яблоках. Ну, понятно, когда мне предложили сигарету, ты куришь? Я сказал, ну, конечно. Вот, и на самом деле, конечно, первую сигарету я курил не взатяк, вот, но это вот была первая сигарета, которую я потом закурил после вот того случая в 1 классе. Вот. Еще один случай, который оказал на меня такое воспитательное влияние, это случай, когда мы с моим братом, который старше меня был на 3 года, подрались на улице и вернулись домой. И я начал жаловаться родителям на брата, сказал, что вот он меня побил. На что мама выставила нас обратно на улицу и сказала, что пока мы не помиримся, мы домой не попадем. Вот. Я помню, была зима,
было очень холодно, наверное, градусов 25 мороза. По тем временам Алмата вообще была достаточно холодным городом. И погода была гораздо холоднее, чем сегодняшние зимы. Вот. Мы с ним долго ходили. Вот. Надо отдать должное, там брат первый выказал шаги к примирению. Вот. И через минут 25-30, наверное, мы, основательно промерзнув, пришли домой и сказали родителям, что все, мы помирились. Вот. На что тоже я услышал от родителей, что самое важное в жизни каждого человека – семья. Вот. И если в семье происходят раздоры, то это очень плохо. Поэтому между собой братья ругаться не должны, а должны оказывать друг другу всяческую поддержку. И вот этот урок родителей, он тоже глубоко запал в мою душу и, наверное, стал тоже одним из таких краеугольных камней формирования моего характера. До сих пор у нас с моим братом очень хорошие отношения. Мы друг за друга переживаем, мы друг друга очень сильно любим. Вот. И это касается даже не только родного брата. Вот. В свое время в детстве так получилось, что мы росли 8 братьев вместе. То есть старшим у меня была разница 14 лет. Вот. С ближайшими братьями, это с моим родным и двоюродным братом, по 3 года разницы. Вот. А так там дальше и 6, и 9, и 12. Вот. И получается, мы все вместе росли, потому что на первом этаже была наша квартира, на втором этаже была квартира моих двоюродных братьев Дюсембиных, и недалеко жили мои еще 3 двоюродных брата Имашевы. Вот. И когда мы росли все вместе 8. Я даже где-то, наверное, до класса 5 особо не отличал двоюродный, родной, просто братья и братья. Когда меня спрашивали, это двоюродный или родной, я говорю, брат. Вот, потому что мы все вместе росли, все вместе воспитывались, выходные, гости, когда происходили, мы все с братьями оказывались вместе. То есть нас, если, допустим, родители уходили в гости, нас в одной из квартир оставляли всех вместе, младших на попечение старших братьев. И вот тогда, наверное, были заложены вот те качества любви к семье, любви к родным, которые сейчас есть у меня и которые я пытаюсь привить своим детям. На этом, я думаю, ту часть видеорепортажа о детстве, которую я хотел донести до сведения моих слушателей и до моих детей, я завершаю. На этом завершается 2-я часть. Вот, до следующих эфиров. Спасибо огромное за ваше внимание.